Ценники в магазинах станут понятнее. С этого месяца Роспотребнадзор ввел новые правила оформления ценников в магазинах. На сайте ведомства сообщается, что продавцы должны предоставлять информацию о цене в наглядной и доступной форме. Что будут указывать на ценниках и какими они станут, узнал Лев Нетесов. Цены на товары и услуги появятся согласно нововведениям не только на бумаге, но и на специальных электронных табло и стендах. В некоторых случаях их можно будет увидеть и на доске в виде надписи обычным грифельным мелом. Последнее может быть актуально для рынков, ярмарок, фермерских магазинов и так далее. Однако отметим, что ценники должны быть четко оформлены и выполнены в едином стиле. Продавец обязан оформить единообразные и четко оформленные ценники, на котором должно быть указано наименование, если есть сорт, цена за единицу товара или за килограмм. Но если это разносная торговля, то тогда у них должен быть прейскурант цен. Этого достаточно с подписью ответственного лица, индивидуального предпринимателя или организации. Также ценник должен находиться в доступном покупателю месте, чтобы его можно было прочитать с легкостью. Главное преимущество нововведения – помощь потребителю в выборе и подборе товара. Стоит подчеркнуть, если продавец или предприниматель не соблюдает все требования, ему придется раскошелиться на определенную сумму. За нарушение правил продажи отдельных видов товаров установлена административная ответственность по статье 14.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Наказание по данному виду административного правонарушения предусмотрено в виде штрафа в размере для граждан от 300 до 1500 рублей, для должностных лиц от 1000 до 3000 рублей, для юридических лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей. Потребность в новых ценниках появилась из-за неоднократных жалоб потребителей по поводу некорректных указаний цен и несоответствия их настоящим. В правительстве уверены, что благодаря этому закону повысится уровень качества обслуживания населения. Лев Нетесов, Семен Афанасьев, НБК «Саха», Якутск.